главный Кавказский хребет. Веками мечтали жители отдаленных высокогорных аулов о дороге. Дороге, которая бы связывала их с остальным миром. Уроженец этих мест, великий остинский поэт и демократ Коста Хитагоров, писал более 100 лет назад о том, что среди многочисленных проблем, касающихся жизни горцев, на первом месте стоит вопрос о путях сообщения. Несколько столетий единственным путем через горы была знаменитая военно-грузинская дорога. Но она из-за погодных условий в течение 5-6 месяцев в году бывает закрыта. И потому так остро нуждался этот обширный и труднодоступный край в новой дороге. В дороге, которая надежно и, главное, на протяжении всего года связала бы юг России с Закавказьем. Сам ход ускоряющейся жизни, активное развитие социально-экономических, культурных и межнациональных связей со всей остротой выдвигал на повестку дня вопрос о сооружении новой дороги, более короткой и надежной, чем военно-грузинская. Киев. Филиал Всесоюзного государственного института по изысканиям и проектированию автомобильных дорог. Ленгипротран в 1963 году закончил проектно-изыскательской работы по составлению проектного задания строительства перевальной дороги через главный Кавказский хребет, так называемый Транскам. Он ее и защитил направление трассы. Киевскому филиалу Союздорпроекта через 9 лет, в 1972 году, было поручено выполнить подробные технические изыскания для составления технического проекта, составление самого технического проекта и составление рабочих чертежей до конца строительства. Более 10 лет продолжалось сооружение дороги. О мужестве и героизме ее строителей широко рассказывали газеты, кино, телевидение. И вот она пришла. Транскавказская автомобильная магистраль. Вот в действие дороги имеет большое народно-хозяйственное значение, и притом не только для республик Северного Кавказа и Закавказья, но и всей страны. Транскам открывает новые горизонты развития отдаленных горных районов многонационального Кавказа. С открытием дороги обретает вторую жизнь заброшенный аул. Дорога уже дала возможность подвести к ним электроэнергию, газ, водопровод. Дорога позволит более рачительно и по-хозяйски распорядиться богатством этих мест, живительным воздухом, солнцем, обилием уникальных целебных источников. Она даст импульс развитию массового туризма. Строители постарались выполнить все наши проекты добросовестно тоже. И в итоге Государственная комиссия приняла участок дороги с оценкой «хорошо», а
мостов с оценкой «отлично». Но уже с самого начала зимы этого года сошедшие с гор лавины сделали дорогу непригодной к эксплуатации. Мы находимся на одном из участков трассы Транскама. Середина марта. И хотя перед нами еще целый месяц лавинной опасности, и мы ожидаем как минимум 2 активизации лавинных сходов, уже сейчас можно сказать и твердо ответить на вопрос, готова ли наша трасса к зимней эксплуатации. Твердо. Нет, она не готова. Участок дороги к эксплуатации полностью готов. Государственная комиссия в декабре месяце приняла участок без недоделок. Так что же с дорогой? Есть она или ее нет? Нет, есть, но только там, под многометровой толщей снега. Перед вами карта северной части Транскавказской автомагистрали протяженностью 26 километров в интервале от рабочего поселка Бурон до Северного портала. Карта эта создана не сегодня, ей уже около 20 лет. Создана она Северо-Остинской геолого-разведочной экспедиции в процессе производства круглогодичных геолого-разведочных работ. Называется карта «Прогнозная схема схода лавин, селей и камнепадов». На ней вынесено около 50 регулярно сходящих лавин объемом от 500 кубов до 300 тысяч кубов. Достаточно сказать, что свежевыпавший снег, 1 кубометр, весит около 150 килограмм. Слежавшийся снег может весить до 700 килограмм. Представим себе сход лавины, который идет со скоростью 200 км в час, массой 150 тысяч тонн. Впереди этой лавины, как правило, идет ударная волна. И если лавина перекрывает своей массой 250-метровый интервал, то ударная волна охватывает интервал 700 метров. Транскам – это дорога союзного значения, по которой будут идти автомобили разных типов с 10-секундным интервалом. Это значит, что в любой момент на любом километре этой трассы будет находиться от 10 до 12 автомашин разных типов. Москва. Институт «Союз Дорпроект». Главный инженер комплексного проекта Транскама Александр Сергеевич Шлоссман. Какие же размышления, какие же мысли приходят в голову по завершении этого строительства? В первую очередь хочется сказать, что тогда, когда мы строили эту дорогу, состоящую из тоннеля и автомобильной дороги, 2 больших сложных сооружений, для сооружения тоннеля была построена вдоль трассы основной дороги пионерная дорога. Эта дорога обошлась очень недешево, и этих затрат, я думаю, можно было бы избежать, если бы сроки начала строительства дороги и тоннеля были бы немножко раздвинуты во времени. Это первое. Второе, надо отметить, что при строительстве сооружений на очень сложных участках, на ползнях или на участках с сосредоточенными объемами работ, необходимо было концентрировать технику, концентрировать ресурсы, ибо раздвинутость во времени этого средоточия техники привела к тому, что мы не могли реализовать полностью сразу то, что заложено в проект, в итоге возникали дополнительные затраты, приходилось снова повторяться. Кроме этого, мы, когда начали строительство вспомогательных сооружений, там компрессорные, жилье, проектировщиками неправильно было нанесено место постройки этих зданий. Когда мы построили, после этого зимой лавина снес несколько зданий. Например, бетонный завод и общежитие. И нам пришлось это перенести на другом месте. Да, эта зима выдалась необычайно снежной.
И, может быть, сход лавин в этих местах явление исключительное? Сколько лет здесь живем, всегда и в этих местах, и там, где тоннель, были лавины. Мы, местные жители, предупреждали. Нельзя в этих местах строить. Но нас никто не стал слушать. Отвечали: сами лучше знаем. Кроме лавин, на этой же трассе мы фиксируем очень много селевых сходов. Так, например, в июле месяце 1986 года по долине Касайком-Дон сошел сель 250 тысяч кубометров, который перекрыл всю долину. Образовалось озеро, которое просуществовало 12-14 часов, и после активного прорыва водой были смыты огромные участки дороги по 200, по 300 метров, до километра, которые в этом времени были не защищены защитными дамбами. Были снесены мосты, подмыты опоры высоковольтной линии. Паводок этого года, по прогнозам специалистов, будет во много раз мощнее. Почти 4-километровый тоннель, пробитый строителями сквозь гранитную толщу главного Кавказского хребта, сложнейшее и уникальное сооружение, не имеющее пока аналогов в отечественном дорожном строительстве. К строительству автодорожного туннеля мы приступили в 1976 году и завершили в 1986 году. Строительство длится 10 лет, это немалый срок. Но мы могли сократить, конечно, этот срок, если бы нам не мешали некоторые факторы. Для нормального строительства туннеля сначала надо было построить хорошую, надежную подъездные дороги, которые у нас не были сначала. Мы возили материалы по временным дорогам, на которых мы вывели из строя наш автотранспорт и механизм. Но когда построили дорогу уже до самого портала, у нас уже транспорта не хватало. Мы возили материалы издалека. Расстояние перевозки было 120-125 километров. Когда уже добились к тому, что централизованно, чтобы доставляли нам материал из Карабулакского Кареля по железной дороге в Алагирскую базу, мы уже нормально начали снабжать наш участок строительства туннеля этими необходимыми материалами. Стройка собрала здесь людей со всех концов страны. Суровые условия гор укрепили характер и волю, сплотили людей. К концу строительства это был единый коллектив, обогащенный опытом многих лет сложнейшей работы. И достойно сожаления, что после Транскама этот коллектив распался. Что же дальше? Что нам предстоит сделать теперь?
Теперь, когда дорога введена, встает вопрос о том, чтобы обеспечить ее содержание и поддержание в проезжем состоянии в зимний период. В первую голову для этого необходимо налаживание противолавинной службы, которая должна действовать в четком контакте с органами госавтоинспекции и с эксплуатационниками, с тем, чтобы как можно быстрее рассасывать те заторы, которые могут образоваться в результате схода снежных лавин. Мы уже имеем утвержденный проект второй очереди строительства, где предусмотрены дополнительные противолавинные сооружения, стенки и галереи, которые в известной степени помогут нам обеспечить, повысить безопасность движения в период зимнего содержания автомобильной дороги. Построенных 5 экспериментальных галерей не совсем оправдали себя. Они имеют ряд недостатков. Разность температур в галерее и на подходах вызывает аварийную обстановку, потому что в галереях получается наледни из заносимой воды из подходов. Второе. Разница в освещениях вызывает тоже ослепление и галерей. Да и стоимость их тоже немалая. И построить на каждом лавинно-опасном участке галерею, а их у нас 115, в основном на 8 километрах они сосредоточены, создать такое условие, что дорога почти не станет быть проезжей. Технику, которая есть сегодня у эксплуатационников, необходимо приумножить и не только в количестве, но и в мощности, ибо без обладания такими мощными концентрированными кулаками снегоуборочной техники мы не сможем обеспечивать ликвидацию снежных заносов и уборку снежных лавин, которые в значительном количестве еще продолжают сходить на автомобильную дорогу. Сейчас решается вопрос передачи для эксплуатации автодороги Алагирскому дорожному ремонтно-строительному управлению Севастинавтодора. В настоящий момент не представляется возможным организация круглогодичного движения на указанной автодороге. Чтобы организовать движение по автодороге в цикличном режиме, для этого нужно иметь соответствующую материально-техническую базу, иметь самые современные машины и механизмы. Кроме того, необходимо иметь подготовленные кадры. На сегодняшний день наше управление не располагает необходимым материально-техническим обеспечением для эксплуатации дороги. Готова ли трасса к летней эксплуатации? Окончательного ответа и твердо сказать, да, она готова, мы не можем. Из решения Государственной комиссии предъявленную к приемке перевальную автомобильную дорогу через главный Кавказский хребет принять в эксплуатацию. Итак, дорога построена и принята. Рядом возводится мощная Зарамакская ГЭС. Из-за экологически бесконтрольного проведения взрывных работ на строительстве дороги грубо нарушено природное равновесие. Это, в свою очередь, уже сказалось на рабочем состоянии дороги. Прилегающие к дороге склоны гор стали интенсивно разрушаться. Строительство Зарамакской ГЭС приведет еще к более серьезному нарушению экологической среды, а именно разовьет сложившиеся веками природные связи. Тот факт, что и проект Транскама, и проект Зарамакской ГЭС не содержат научно обоснованного анализа взаимодействия инженерных сооружений с окружающей средой, делает оба эти проекта с точки зрения экологии несостоятельными. Опыт строительства Транскама заслуживает детального анализа и осмысления. Будут ли учтены его уроки на другой, начавшейся здесь стройке – Кавказской перевальной железной дороге?